Таджикистане просто с неимоверной скоростью растет преступность. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на фоне всего приятно, когда торжествует справедливость и виновные наказаны. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Но начнем с последних событий, которые важно знать, чтобы не попасть на удочку. Жительница Душанбе обворовала съемную квартиру и оставила хозяйку квартиры без крупной суммы денег. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в ОМВД-1 района Фердовси обратилась 23-летняя жительница столицы. Женщина заявила, что 29-летняя жительница Душанбе, снимавшая у нее квартиру, похитила 50 тысяч сомани и скрылась. По данному факту проводится расследование, сообщили в правоохранительном ведомстве. Также житель города Гисара подозревается в серийном мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в ОМВД района Исмаили Самани города Душанбе обратился 60-летний житель столицы. Мужчина заявил, что в августе 2021 года 50-летний житель Гисара, ранее судимый по статье 247 мошенничество, взял у него 140 тысяч сомани на покупку трактора с механической лопатой. И после такой статьи он даже не задумался. С момента сделки прошло больше года, но ни денег, ни трактора потерпевший так и не дождался и решил обратиться в милицию. Подозреваемый в октябре прошлого года купил у жителя города Куляба грузовик Дулан за 150 тысяч сомани, заплатив ему 45 тысяч сомани, забыв про оставшиеся 105 тысяч сомани. Но самую крупную сделку предполагаемый аферист совершил с 56-летней жительницей города Душанбе. Он в октябре 2021 года занял у женщины более 360 тысяч сомани и взял на реализацию арматуру на 600 тысяч сомани. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в правоохранительном ведомстве. И попросили пока не давать никому в долг, если вы не знаете хорошо этого человека и полностью ему не доверяете, и просто быть максимально аккуратными. Как вы относитесь к растущему числу мошенников в Таджикистане? Как вы думаете, чем это обусловлено? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А суд района Фердовси города Душанбе вынес приговор в отношении гражданина Шерстнева Владимира Ильича, обвиненного в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Как сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Таджикистана, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства установлено, что Владимир Шерстнев в начале февраля 2022 года познакомился с Мархабо Гаибназаровой 2008 года рождения и, узнав, что девочке и ее матери негде жить, приютил их в своей квартире, где проживал со своими родителями. 28 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Шерстнев пригласил 14-летнюю Гаибназарову в квартиру, где занимался ремонтом, якобы для помощи, и где изнасиловал ее, а затем задушил девочку, а тело завернул в одеяло и положил между стопками курпачей. Тело девочки обнаружил хозяин квартиры, сообщивший об этом правоохранительные органы. Позже Владимир Шерстнев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 32, часть 3, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, и 104 статья, часть 2, убийство несовершеннолетнего. Решением суда района Фердовси города Душанбе Шерстнев Владимир Ильич приговорен к 29 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура. Как вы думаете, этого наказания для него достаточно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.